В Олонхо у главного героя самым верным другом, помощником является его конь, богатырский конь. И богатырский конь, он тоже предназначен божествами Аи сверху. И его судьба богатыря Аи и судьба его коня, они неразрывны. Небесный конь, его получает, богатырь Аи получает его разными путями. Либо его спускают с небес сами божества Аи, дарят ему, либо он его находит в Срединном мире с помощью, например, хозяйки земли Срединного мира Ана Лахчан-Хотун. У каждого богатыря Аи, как я сказал, у 1514 главных героев есть различные способы нахождения своего богатырского коня. И этот чудесный небесный конь обладает магическими свойствами. Он имеет дар предвидения, все знания, понимает человеческую речь, предупреждает о грозящей опасности, дает мудрые советы, уносит раненого богатыря с поля боя, иногда вступает в бой с богатырем Аббаса вместо него. Это настоящий боевой двойник хозяина, преданный помощник, побратим, соратник, советник, можно сказать. И в Олонхо эпический конь – это крылья богатыря. Вы, наверное, все знаете про мифы, например, Древней Греции. Есть голливудские фильмы, да, где греческие богатыри летают на конях. У нашего якутского богатыря тоже летают на своем коне, но только отличие у нас то, что у нашего коня нет крыльев. Одним из главных мифологических образов Олонхо это является Ана Лахчан-Хотун, дух, хозяйка земли, страны, местности. Она обитает в эпическом мировом древе Ал-Лукмас. Или старинное название этого Ал-Лукмас – это Арку-Дукмас. Она представляется в виде пожилой женщины, с которой за благословением обычно богатырь Аи обращается перед дальним походом или решающей битвой. Ана Лахчан-Хотун изображается богато одетой в мехах, дорогих нарядах, с большими обнаженными грудью, которая символизирует материнское начало и изобилие земли. И обязательно богатырь перед отправкой в богатырский поход должен вкусить ее молоко, что потом он обретает именно необходимую для победы врагом. Ана Лахчан-Хотун является обобщенным образом изобилия природы и созидающих сил матери земли, покровительницы людей. И также одним из мифологических образов Олонхо это, конечно же, дух, хозяин огня. Ан, Ухкан, у него имен очень много. Он может быть как Андар Хантойон, Катан Темерия, Ныры Төбе, Бырджабытык, Алухкан. И исследователи склонны считать, что это является его эпитетом, а самым старинным названием, архаичным именем является Анухкан. И в Олонхо рассказывается то, что он один из сыновей высшего божества Урюнгаи Тойона. Он тоже был послан в Средний мир, чтобы принести огонь. И наделил он всех людей. И в мифологии вообще якутского народа, в эпосе, да, его представляет в виде веселого, задорного, седобородого старичка, покровителя домашнего очага. Согласно якутской мифологии, люди могут обращаться к божествам Аи через кормление духа огня. Тем словом можно сказать, что это как бы радиоприемник между общением с людьми Срединного мира и высшими силами, да, светлыми божествами Аи. Небожители верхнего мира Олонхо.
На самом верхнем мире живет со своим семейством, как патриархальным семейством Юрюнгаи Тойон. Он символизирует Солнце. Он создатель Вселенной и человека, вот всех трех миров. Он является как бы создателем. Как вы видите, у нас вот образы якутской мифологии, они созвучны, можно сказать, с мифами и других народов. Той же древнегреческой мифологией, мифологией скандинавских народов. И те или иные народы вот сохранили вот это знание, вот эти образы. Некоторые, можно сказать, потеряли, да. И Юрюнгаи Тойон, он вот в Срединном мире воплощается в образе белого жеребца или орла. И по просьбе богатырей Аи Среднего мира, вот как, ну, конечно, в Среднем мире богатыри Аи имеют очень много споров, столкновений, и именно решение вот этого спора Юрюнгаи Тойон созывает свой совет, где вот решаются важные вопросы. Вот в этом совете Юрюнгаи вот, есть все небожители, все боги, которые живут вот, в 9 ярусах неба, да. И как рассказывается в Олонхо, Юрюнгаи Тойон живет на 9 небе, где нет зимы, где растет вот белая трава. Он, как бы сказать, является иерархом, ну, он самый главный, можно его сравнить с греческим богом Зевсом. Ага. И он, конечно, тоже очень суровый, не терпит возражений, но его решение всегда справедливое. Небожители, светлые божества Аи, они, как и люди Срединного мира, живут семействами. У верховного божества Юрюнгаи Тойон есть свита, которая состоит из 44 тойонов божеств. Это называется как бы высшая аристократия, да? Также есть военная стража есть у Юрюнгаи Тойон, воинов высшего ранга. Это бюро, дарханы, да? Есть вот, среди мифологических образов каста могущественных жриц, небесные удаганки. Угу. Небесные удаганки, которые разносят вот, те или иные указы Юрюнгаи Тойона, либо вот эти, основная их функция этих удаганок, это, конечно, занимаются магическим воспитанием воинов-ботров, спускаемых в Средний мир для защиты. И есть, конечно, отдельная каста небесных богатырей, Халлан Бухатырдера, которые вот исполняют постановления этого высшего совета. Небесные писари, которые вот хранят все знания мира вот в небесном архиве. Еще в верхнем мире живут такие богатыри, такие боги, как Одун-хан, Джилка-хан, Чингис-хан, богиня чадородия Аигыт, бог-покровитель лошадей Джогегёй и другие. Но в самом тексте Олонхо, самым таким действующим, который имеет свою функциональную особенность, это, конечно, является самый главный бог, это Юрюнгаи Тойон. Как бы в знаниях принято то, что абасы, богатыри абасы или вообще вот злые чудовища живут только в нижнем мире. Но в Олонхо рассказывается то, что чудовища абасы живут и в верхнем мире. И их покровителем, и их вот этим главным божеством вот злых племен Абасы является Улутуяр Улутойон. Он как бы тоже текст Олонхо как бы рассказывает то, что он является братом Юрюнгаи Тойона. Угу. И он тоже живет со своей семьей патриархальной. У него есть свои сыновья, дочери, да, и он никогда не показывается людям Срединного мира. Его
можно увидеть в виде только черного быка, либо черного жеребца, либо громадного медведя, лося, или иногда его можно увидеть в виде ворона. И это, ну, я рассказываю про текст Олонхо, да. А вообще в якутской мифологии Улутуер, Улутойон является как бы покровителем шаманов. Либо черных шаманов, либо белых шаманов. Олонхо, он также является членом Высшего Совета при старшем брате, да, где решаются вот судьбы богатырей. Кроме вот семьи Улутуер, Улутойон, еще есть мифологические образы в верхнем мире, злые образы, да, это божества войны и брани Ильбискыга и Оголола. Так, одним из мифологических тоже распространенных устойчивых образов это является мудрый рассказчик Сяркянсеген. Это мифический провидец, предсказатель судеб, дающий советы богатырям Аи. И он тоже является, ну, рассказывается, что он является сыном Юрин Аи Тойона. Этот образ очень такой универсальный, есть во многих эпосах народов мира, сказках мира, да. Этот образ перекликается с образом старейших аксакалов. Он знает все, что происходит в мире, и может дать герою совет, указать дорогу, правильный путь. Это типичный таежный мудрец. Он обладает волшебными чарами. Его изображает совсем маленьким, высохшим, беспомощным стариком, но он может дать дёру, он может наказать кого угодно, даже богатыря Аи. Он такой, несмотря на такой малый рост, он такой очень сильный. И у него характерная особенность, то, что он имеет такую длинную бороду. Мифологические образы Олонхо, они, конечно, очень такие колоритные, интересные. Они, конечно, являются духовно-нравственными идеалами якутского народа, да. И как до этого я рассказывал, то, что есть главных героев 1514 имен, и вот мифологические образы, их тоже очень много. И, конечно, все они не изучены полностью. Вот наша цель в будущем полностью их изучить, описать и дать новые знания, новые сведения о них вот нашим как бы подрастающему поколению.